Атәыла аҩныҵҟа акриминогент ҭагылазаашьа зеиԥшроу, ацәгьоурақәа рԥырҟәҟәаа аразы амилициа аусуцәа имҩаԥырго аусқәа уҳәа азҵаарақәа жәпакы дырзааҭгылеит аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Леонид Запшьба ажурналистцәа рзы имҩаԥигаз апресс-конференциаҟны. Аминистр даҽазныкгьы ирҵабыргит имаҵура иадҳәалоу аусқәа рҟны иарку азҵаара шыҟам. Убри аан иҳәеит ажурналистцәагьы иркьыԥшуазы аҭакԥхықәра шрыдло, еиҳаракгьы ииашам аинформациа рхы ианадырхәо. Абхазская милиция всегда стояла и стоит на защите законных интересов наших граждан. Решение задач по охране общественного порядка, профилактике преступления и раскрытии совершенных преступлений. Хочу вас заверить, что личный состав МВД Республики Абхазия контролирует, владеет криминогенной ситуацией в Абхазии. Коренным образом изменена схема работы милиции общественной безопасности. Полностью владею ситуацией через руководителей горрайорганов на местах. С 8:30 до 9 я каждое утро получаю доклад от начальника горрайорганов. Начальники милиции в любое время суток напрямую мне докладывают по совершению тяжких, особо тяжких преступлений. А в принципе я по-любому, даже механическому ДТП, мне в любое время суток руководители звонят, такая задача поставлена, потому что, чтобы знать, управлять, влиять на различные роды правонарушений, вообще на ситуацию в регионе. Я для этого пришел работать. Рабочий режим, ритм, который есть у нас, вы это ощущаете. С улиц, городов и районов мы пойдем в глубинку, в села, в крупные деревни. Вы в ближайшее время увидите присутствие патрульных нарядов. По ориентировкам не надо будет, и будут останавливать, задерживать с 19:00 до 9 утра. Спокойствие наших граждан в деревнях, в селах будут обеспечивать, потому что там эти машины будут оборудованы специальными средствами связи, по телефону позвонить, кому-то помочь, до больницы доехать. Разные ситуации бывают. В сутки с 9 часов по всей Абхазии заступает более 45 патрульных машин. Помимо этого, от Псол до Ингур круглосуточно действует 10 стационарных постов. Также 2 контрольно-пропускных пункта милиции. Это Мюшера и Кадор. Все стационарные посты, все патрульные машины оборудованы всеми техническими средствами. Связь, телефонная, по рации и так далее, и так далее. В ночное время с 24 часов до 6 утра у нас регистрация автотранспорта на всех постах, от Псол до канала. Мы должны знать передвижение всего транспорта по Абхазии, и это, я вас уверяю, влияет очень на криминогенную ситуацию. Я лично, как министр внутренних дел, принимаю дежурство с 9:30 здесь вот у меня в кабинете. Точно так же весь оперативный состав во главе с ответственным. Все функциональные обязанности на постах, каждого отдельного сотрудника, патрульные машины, ответственно по МВД, ответственно по горрайоргану. Все эти нормативные акты, все документации, инструкции, каждый заступающий расписывается, и все это вот на должный уровень мы практически на сегодняшний день, я могу сказать, что мы это привели. И ответственный по МВД в круглосуточном режиме с 9 утра до 9 следующие сутки управляет всеми патрулями, нарядами. После 12 часов ночи разъезжаются. Есть ответственные по МВД, по ГАИ, по всем службам. Они разъезжаются реально, это я всегда на контроле держу, и каждый отчитывается вот здесь в кабинете письменно о проделанной работе, где какие посты, везде есть журналы и отметок и так далее. Особое внимание уделяю отношению личного состава, кто задействован в патрулировании, вообще всех работников милиции, к культурному, вежливому обращению к нашим гражданам. Знаете, с сожалением говорю, более 60 человек, из них более 50 просто ушли из органов внутренних дел. Это вынужденная мера. Более 130 человек вновь принятые, многие из опытных сотрудников, которые находились в распоряжении кадров, они потихонечку, мы их возвращаем. Мы нуждаемся в их знании. Вот, знаете, у нас также организованы курсы каждую субботу в школе, учебном центре, в школе милиции, занятия с сотрудниками патрульно-постовой службы, ДПС, участковые по отдельной теме и оперативным составом. Сотрудник задерживает преступника. Этот преступник, он, во-первых, в первую очередь гражданин Абхазии.
К нему законные требования должны быть. И задержание, доставление, все это в рамках закона должно происходить. Вы видите новшество, специальные госномерные знаки. Это не просто тоже сделано, потому что население, во-первых, видит машину. Патрульные машины, они оборудованы спецсигналами, но есть машины оперативные, но они с синими номерами, госномерные знаки, у нас в МВД новая система введена, то есть новые номера. Он не отреагировать по дороге не может. Во-первых, участники дорожного движения видят, что это машина милицейская и так далее. Но это в профилактическом плане, я считаю, это здорово. 2 раза в неделю центральный аппарат мероприятия проводит, специальные оперативные профилактические мероприятия, рейдовые мероприятия. На круглосуточный режим мы перешли. Это не от хорошей жизни, это необходимость. При всей материально-технической, заработной плате и так далее, я благодарен личному составу, и вы видели, как праздничные дни прошли. Знаете, с 31 по 11 выходные дни были официальные, да, ни одно происшествие не было, ни одно происшествие. С 4 квартала, с октября 2015 года количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2014 годом не изменилось. Это составило 235. Просто это с октября мы начали резко, профмероприятия и так далее, это количество не изменилось. И слава Богу. В то же время раскрываемость преступлений возросло со 118 в 2014 году до 134. В 2015 году и составила 57% раскрываемость, то есть на 6,8 выше показателей, чем в 2014 году. Произошло снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений со 138 до 118. То есть на 20 преступлений меньше. Положительная тенденция наметилась в преступлениях против собственности. Так их количество снизилось на 30. Если в 2014 году было 134, то в 2015 году было 104. Количество таких социально опасных преступлений, как разбойное нападение, снизилось с 15 до 11. В то же время раскрываемость возросла на 7,3. Более чем в 2 раза снизилось зарегистрированных грабежей с 15 до 7. Это очень существенная цифра. Это все в начале. Раскрываемость увеличилась на 10,4% и составила 57 с чем-то. Снизилось также количество краж с 99 до 84. Активизировалась работа в части противодействия незаконному обороту наркотических средств. Вы видите, что происходит. На сегодняшний день у нас практически все камеры переполнены. Регулярное проведение профилактических мероприятий положительно повлияло на состояние преступности на улицах и в общественных местах. Так, их количество сократилось с 17 до 11. Но половина всех зарегистрированных преступлений приходится на Гагры, Гудаутский район и город Сухум. Так, в Гагрском районе за 2015 год было зарегистрировано 51 преступление против 53 в 2014 году. Знаете, мероприятия пошли и сразу резко сокращение. С октября по декабрь на территории Гагрского района не было зарегистрировано ни одного убийства. Сократилось также количество грабежей и разбоев. Я про Гагру говорю. Снижение уровня преступности наблюдается также в Гудаутском районе. С 37 до 30. Раскрываемость возросла. Сократилось также количество тяжких преступлений с 24 до 15. При этом возросла раскрываемость с 20 до 40%. В городе Сухум, столица, здесь больше мероприятий, и личного состава побольше, но здесь вообще резко сократились преступления и улучшилась криминогенная ситуация. В городе Сухум снизилось число зарегистрированных преступлений с 80 в 2014 году до 57. Это очень серьезный результат. Это работа живая, и она видна всему населению, вам всем. Раскрываемость возросла с 52 до 60%. Снизилось также и количество тяжких преступлений с 44 до 25. Количество разбоев уменьшилось с 3 до 1, грабежей с 7 до 3. Произошло значительное сокращение количества зарегистрированных краж с 46 до 20, практически больше половины.
Сократилось также количество преступлений на улицах и общественных местах с 10 до 5. Говорит о дорожно-транспортных происшествиях. Знаете, практически мы все на улице, на дороге, иногда задают вопрос, но я слышу тоже это самое, многие, и правомерный это вопрос, но знаете, мы все на дорогах, мы все пользуемся автотранспортом. Как и в большинстве нормальные наши граждане выезжают, также и преступники выезжают на автотранспорт и на дороге, имущество краденое и так далее, и так далее. Все, знаете, мы практически улицу вот почистили. В городах и районах работа идет живая. Вот я как ранее говорил, мы уже, я сейчас жду техническое обеспечение, вы знаете, какие возможности у нас. Руководство страны, президент, в первую очередь, во главе всего этого стоит насчет обеспечения. Практически мы во всех горорайонах обеспечили транспорта по несколько единиц, но это все будет наращиваться. Мы уже готовимся к летнему курортному сезону. Поэтому вы видите на дорогах, вот разметка, где медучилище в городе Сухум. Это же здорово. Там столько проблем всегда было. Вот на вокзале сколько людей, страшно говорить о погибших, сколько травм получили. Вот там сейчас вот это ограждение тоже готовится. Она готова, погодные условия не давали. До Нового года мы должны были готовить, я под контролем держу это, естественно, с ведома, в первую очередь президент это контролирует. Вот медучилище, вот разметка на Роснефти. Но это же здорово, это облегчает участников, наши граждане не могли повернуть. Там сколько ДТП было с механическими повреждениями, но это невозможно было это терпеть. Оказывается, все можно сделать. Сделано, до Нового года вы видели. Вот сейчас Лыхнинский поворот. Опять же говорю, погодные условия не дают. Там будет круговое движение, там будет разметка четкая, трасса, магистраль, никто никому, чтобы не мешал. С Лыхни, с Гудаути, кто выезжает, там светофоры будут и так далее. То есть мы там обеспечим тоже беспрепятственный проезд. Вы видели на Пицунском повороте разметку и светофоры. В Очегварах пост открывается, там освещение уже сделано, там патрульная машина стоит. Знаете, милиция не карательный орган. Милиция должна отвечать всем чаяниям, всем требованиям наших граждан. Понимаете? Вот на канале пост открыт. Там Очегвар, если говорит, 7-8 сел Корчанского района, некуда обращаться, некуда идти. Слушайте, мы живые люди, не у всех телефоны. Вот они придут, прибежит мальчик, молодой человек, сообщит, окажут помощь. Чтобы вы знали, с 10 февраля, я уже приказ вчера подписал, книга учета, она будет по-другому называться, это единый регистрационный журнал, единая регистрационная система будет уже введена, а с 10 февраля мы все, что необходимо технически, здесь в центральном аппарате, в МВД, в дежурной части, куда сообщения поступают, и в горорайонах, учебу проведем, все это с инструктивными материалами, мы все это, они получат. Человек обратился, дежурная часть должна зафиксировать, отреагировать, доложить по инстанциям, чтобы комплекс мер было принято по тому или иному сообщению. Скрывать никому я не советую, и люди это должны знать. Человек обратился, должно быть реагирование. Мы много преступных групп знаем, к сожалению говорю, что есть такие группы в Ачинчинском регионе, в Корчарском районе, в Гудаутском районе, в Сухумском районе. И по многим резонансным делам мы не можем, знаем, кто это делает. За 15 год, если делать анализ, более 50 разбоев было. Совершили 5-6 групп. Мы эти группы знаем. Задерживаем, а доказать не можем, потому что заявления не пишут. Категорически, даже написано, начинают отказывать и так далее. И вот я, пользуясь моментом, хочу обратиться. Доверяйте. Если кто-то не дорабатывает на местах, для этого я есть. Есть там для этого руководство. Есть телефоны доверия. Они телефоны доверия известны. Обращайтесь, уважаемые граждане. Потому что если человек сегодня, мы кого-то пожалели, или там как-то, он должен знать, что мы о нем знаем, что он всецело по закону, все, что необходимо было, он получил,
и он просто, по необходимости он должен быть изолирован, в каком законном порядке, я имею в виду, через суды и так далее, то есть он обществу не должен мешать. То есть очень проблематично, я десятки преступлений вот могу назвать сегодня, да, где мы не можем, они известны нам, не можем их зарегистрировать, потому что не обращаются. Мы о них знаем, одна группа, несколько объектов обокрала. Обращаемся к потерпевшим, они наотрез отказываются. А мы точно знаем, и кто сделал, и что было похищено. То есть мы через это тоже должны проходить. А самое главное, здесь и вина правоохранительной системе наша, потому что вот это доверие, которое потеряли давным-давно, вот это доверие мы должны вернуть. Человек должен знать, если он обратился, что на его просьбу, на его заявление отреагируют. Вот если говорить за январь месяц, регулярное проведение оперативно-профилактических мероприятий, как силами центрального аппарата МВД, так и личным составом горрайорганов, в январе текущего года произошло значительное снижение количества совершенных преступлений. Снизилось также количество тяжких преступлений с 50 в 2015 году до 12 в 2016 году. Раскрываемость возросла с 34 до 58. Снизилось количество преступлений против собственности. Так, число краж сократилось с 42 до 13. Грабежей зарегистрировано не было. Был зарегистрирован один разбой, раскрыт. Планируется от Киласур до ПСО технически видеонаблюдение установить, пересечение сплошного, скоростной режим, многие-многие моменты, и посты будут более технически оснащены, более 40 видеокамер только в общественных местах в городе Сухум планируется. Это все говорится о подготовке к летнему сезону, курорту. Мы памятки раздаем уже у въезда ПСО со всеми телефонами, кому они должны знать. Очень много звонков у меня в день поступает по телефону доверия. Я им очень благодарен. Как наше население, наши люди с различных городов и районов обращаются, говорят по любому факту. Я, знаете, и это большая помощь. Я вот реагирую на эти сообщения. Ну, о пьянке я хочу сказать, в нетрезвом состоянии за рулем. Я не скрываю, скажу, что в среднем, знаете, от 4 до 6 за сутки. Более 7 тысяч протоколов составленных за различные правонарушения, это очень много. Я вот за полгода десятки раз объявлял сбор по тревоге. Сегодня личный состав МВД по сбору тревоги могут, то есть поднимаются за 45 минут. Любое время суток. Схемы оповещения, как оповещать личный состав, какие функции и так далее. То есть каждый горрайорган, поднятый по тревоге, по сбору, по сигналу сбор, перекрываются посты, патрули усиливаются внутри и так далее, по розыску, по задержанию особо опасных преступников и так далее, и так далее. Все эти меры прописаны, все это делает личный состав. Я за это им благодарен. Какова сегодня ситуация в Братском следственном изоляторе? Завершено ли следствие? Что конкретно сделано? Кто-то понес наказание за то, что произошло там? Следственный изолятор. Там содержатся наши граждане. Условия содержания не я создавал, и, в первую очередь, не президент Рауль Джумгович, то наследие, которое мы имеем. Но на сегодняшний день там все, что необходимо, первоначально много моментов исправлено, двери, замки, все приведены в надлежащий вид, то есть исправны. Все люди, содержащие в следственном изоляторе, все находятся в камерах. Там режим установлен полностью. Единственное, я пока не разрешаю круглосуточные свидания. Там есть некоторые моменты. Мы все это в ближайшее время, в течение недели-двух, практически, можно сказать, в течение 10 дней, мы эти устраним. А так свидания не прекращались. Там, я имею в виду передачи, а свидания круглосуточные пока временно приостановлены. Мы это тоже возобновим, когда закончим там все работы. И элементарные условия, когда создадим. А по тем людям, которые, я хочу, чтобы знали, многие обращаются, родственники, близкие, зачинщики бунта,
нам все известны. Расследованием занимается Генеральная прокуратура. Много дел и людей, незаконно отпущенных, будут возвращены. Работа по следственному изолятору продолжается. А те люди, которые мешали проведению мероприятий там, в следственном изоляторе, вокруг более десятка людей, молодых, к сожалению, женщин, несколько человек, они подвергнуты, да, ну, по закону идет реагирование. Есть и задержанные. В ближайшее время, я надеюсь, что и Российская Федерация нас поддержит в заработной плате. Понимание есть, заявки наши принимаются, глава государства в этом плане работает. Я думаю, месяц-два и заработная плата поднимется. Тюрьму мы будем новую строить. Те условия, которые там есть, просто не хочется говорить. Это ненормально. Это ненормально. Еще раз говорю, мы эту ситуацию не создавали. Но режим, условия отбывания никто не отменял. На какой стадии расследования по убийству Тагрба? У нас есть подозреваемые, многие люди были задержаны. Работа там большая ведется совместно. Мы ждем экспертиз. Здесь, как все произошло, нам известно, я не скрываю, вам говорю. Следственным путем только нам приходится доказывать. Здесь были применены очень многие методы современные, полиграф и так далее, но это право подозреваемого отказываться от полиграфа, что и было сделано многими подозреваемыми. Но мы идем следственным путем, и я думаю, со временем все это, когда получим, вы услышите имена и фамилии, кто замешан в этом убийстве. Убийство Асланзе 18.08, имевшее место в 2015 году, это резонансное преступление, у нас здесь мало. Что есть, я вот начинаю только вникать во многие моменты. Есть 2-3 момента, на которых мы должны это отработать. Координация центра, брать информацию, координация центра, айчка разжеванность, айкуша хатра, объект разжевус, хабаны, нальбу, айкуша хатра, на батарею, ну, он ярлостно. Харам, гана хала, зикацоп, хабхазара, ежею кропико, айкуша хатра, гузахабжала, хуек урстулан, я рыштот, жохвик, ара система центпинеот. Насге ишукурун бой айхабы хара министрца юджа хайсшавна айхабы апсо йох бяхто. Хатыпы дурсхо. Ипшату ацхара алагана хому дашакаума аймадараку иха и ласхот иха имарихот. Убжак стахозер урстула аккастар. أنا أزدان قلت بزرق استعرق رستر استخزر أو بريا كاد ينو يكاد ومسكويت سانزا أرا أوغانت штоп юти и разокала я стара атакайту. За последние 2 месяца произошло несколько драк между сотрудниками МВД и ГСО. По слухам, это было 3 драки, последняя произошла в Гулидипском районе, там на посту. Скажите, почему ничего не известно прессе об этом и что предпринимается для того, чтобы вот таких ситуаций не возникало? Во-первых, сотрудники органов внутренних дел мною предупреждены и проинструктированы. Человек при исполнении, понимаете, кто бы ни был, любого ведомства, следующее, ночное, дневное, а тем более вот и инциденты имели место с 3 до 6 утра. Понимаете, любой сотрудник любого ведомства должен подчиняться на законные требования сотрудников органов внутренних дел. Что и было сделано. А вот тот инцидент, который там был, это расследуется, все официально оформлено, никто ничего не скрывает. Я как министр внутренних дел эти вещи никому не прощаю, никак не своим сотрудникам. Мы одно дело делаем, в первую очередь, что хочу сказать. Но неправомерные действия, неподчинение законным требованиям никому не дозволительно. Президент нашей страны Рауль Джумкович в этом плане очень жестко реагирует и отреагировал и по вот этим фактам. Мы, руководители силовых ведомств, очень серьезно предупреждены о недопущении таких инцидентов